Детский танцевальный ансамбль Элина Кытыла создан в 1999 году на базе Сотинской средней школы Усть-Алданского улуса. Его бессменным руководителем является отличник образования республики Матрена Петровна Яковлева. Репертуар ансамбля включает традиционные якутские танцы. Особый колорит постановкам придает исполнение под живой запев и сопровождение национальных инструментов – хамус, бубнов и барабанов кюпсюр. В программе обучения присутствуют и народные танцы других культур, что способствует воспитанию толерантного отношения к многообразию народов. В коллективе занимаются 50 детей, которые разделены на 3 возрастные группы. Ансамбль Элина Кытыла – давний друг нашего конкурса. За многие годы коллектив не раз становился лауреатом и многократным победителем, прочно закрепив за собой звание одного из сильнейших. Однако для участников младшей группы этот выход на сцену конкурса «Полярная звезда» станет первым серьезным опытом. Ансамбль неизменно следует своему девизу «Мы разные, в этом наше богатство, мы вместе, в этом наша сила».
Сандара новоприезжая, ученица 4 класса Тумульской средней школы Усть-Алданского улуса. Она растет в большой и дружной семье, будучи третьим ребенком из 5. Сандару отличают прилежание, скромность и добрый характер. Ее творческий путь начался удивительно рано. Уже в 3 года маленькая артистка впервые вышла на сцену. Благодаря прекрасной памяти, умению быстро запоминать тексты песен и трудолюбию, Сандара активно участвует в конкурсах разного уровня, от улусных до республиканских, где неоднократно становилась лауреатом и обладателем гран-при. В свободное время девочка черпает вдохновение в общении с природой, увлекается рисованием и создает красивые поделки своими руками. Главная мечта Сандары – пойти по стопам мамы и посвятить свою жизнь благородной профессии врача, чтобы помогать людям. Игорю Платонову 11 лет. Петь научился в 3 года, внимательно слушая песни. Творческая атмосфера в семье, где поют и мама, и папа, несомненно способствовала развитию его способностей. Игорь является воспитанником вокальной студии «Домисольки» под руководством Марии Сергеевны Александровой, где продолжает развивать свои вокальные данные. Он учится в 5 А-классе Национальной гимназии АИ ГАТА на 4 и 5. Он с одинаковым интересом изучает историю, математику, биологию и информатику, а на физкультуре и на занятиях по футболу выплескивает свою неуемную энергию. Как признается сам Игорь, основой для его успехов служит надежная и искренняя поддержка семьи. Sepeki juluhanen kedi
тана ырас-ырас санағын аргыздағыр оңыстайындайы көрeye тапта бүгін сирин лоғунен тапта сылас күндесі жаян сырда олық бұт солун жолун өндісте келер кескилер етінен ылла доғыратас туғар туғақ нөрі долбояй мана арыла сирдігер бар жаңа мелчи жолу бағара эналар бурудун тапта бүгін сирин аллахунен тапта сылас күнесі жаяй сырда олық бұт солун жолун мен түсте келер кескил үретінен ылла тапта бүгін сирин аллахунен тапта сылас күнесі жаяй сырда олық бұт солун жолун ентісте келер кескил үретінен ылла эн ылла эн ылла. В ансамбле театра моды Сирси-Махтере занимаются 20 воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет. Коллектив работает под руководством отличника системы образования Республики Саха-Якутия Екатерины Николаевны Заровняевой. Театр был создан в 2021 году. Его главная цель – приобщение детей к театральной культуре, знакомство с миром моды и историей костюма. Вдохновением для создания коллекций, таких как «Зимний вечер», «Большие птицы Якутии», «Легенда о ленских столбах», «12 месяцев», «Нюргурун» и «Якутяночка», служит первозданная красота природы родной республики. Все костюмы ансамбля выполнены из натуральных материалов, а их детали кропотливо украшаются вручную. Юные артисты Сирси-Махтере живут и творят под девизом «Создадим красоту вместе». Одна из легенд о ленских столбах повествует об охотнике на роган, который похитил красавицу Каталык из рода Лабыджа.
Отец девушки послал своих воинов вернуть любимую дочь. Но войско предков Нарагана и Лабыджа схлестнулись в кровавой битве на берегу Великой реки. Но дух реки Лена ударила по язычку своего Хамуса, как вдруг подул сильный северный ветер, послышался всплеск воды, и все, кто находился на берегах, превратились в скалы. Воины Лабыджа и Нараган на левом берегу, а Каталык в скалу, одиноко стоящую напротив. Сайдам Саввинов, ученик 7 класса Саха-гимназии. С 10 лет занимается в вокальной студии «Сырдык-Сюрян» под руководством народных артистов республики Екатерины и Алексея Егоровых. Именно здесь его природные способности получили профессиональную поддержку и раскрылись в полной мере. Усердие и трудолюбие приносят впечатляющие результаты. Сайдам является лауреатом и обладателем гран-при множества престижных республиканских, всероссийских и международных конкурсов. Музыка вдохновляет и мотивирует юного конкурсанта. Кроме пения, он также находит себя в рисовании, танцах и театральном мастерстве. В будущем Сайдам мечтает стать артистом. Его девиз прост: «Верь в себя, и все получится». Сағаққа кириде, сөрүнгүдө, ауа сиккер сугуна, арый
Детский танцевальный ансамбль «Вилденс» под руководством Юлии Петровны Федоровой ведет свою активную творческую деятельность с 2022 года. Главной целью коллектива является приобщение детей к миру искусства танца, воспитание художественного вкуса и раскрытие творческого потенциала. В процессе занятий юные танцоры не только осваивают танцевальные техники, но и много трудятся над развитием гибкости, координации и пластики. Особое внимание уделяется репертуару коллектива, который подбирается с учетом интересов как самих детей, так и художественного руководителя, что делают каждую постановку уникальной и искренней. Упорный труд и совместное творчество принесли ансамблю заслуженное признание. «Вилденс» является лауреатом международных и республиканских фестивалей и конкурсов, что подтверждает высокий уровень исполнительского мастерства и яркую индивидуальность коллектива.